Добрый день. Сегодня будет обзор зарубежных СМИ, новостей зарубежных СМИ, которые касаются так или иначе России, российских интересов, татар, мусульман. И здесь будет подборка топовых изданий, или, так сказать, изданий на слуху, которые являются такими вестниками мнений или лидерами мнений, точнее сказать. Так вот, начнем мы сегодня с Guardian. Guardian говорит о том, что в преддверии выборов в США Россия не оставляет попытки так или иначе повлиять на это с точки зрения американского истеблишмента. 4 года назад Кремль занимал важное место в американской политике, и теперь, когда день выборов становится все ближе, темы сговора российского вмешательства в украинские и в американские интересы почти исчезли из повестки избирательной кампании. Это в первую очередь связано с тем, что на фоне пандемии ни один из политиков не пытается эту тему продавливать, потому что пандемия, болезни, смерти, они сильно повлияли именно на повестку. Может быть, Москва все еще хочет вмешаться, и согласно выражению Кристофера Рэя, цитирую, что очень активные усилия русских повлиять на наши выборы в 2020 году были замечены. В основном это связано с дезинформацией, и первоочередная цель которой – очернить Джо Байдена. Почему Джо Байдена? Потому что в далеком еще 2011 году были опубликованы разговоры Джо Байдена, точнее его формулировка, где он говорил: «Я смотрю в ваши глаза», обращаясь к Путину, «я смотрю в ваши глаза и думаю, что души у вас нет», заявил Байден Путину во время встречи в 2011 году, согласно отчету, опубликованному в журнале «Нью-Йоркер». Он взглянул на меня, улыбнулся и ответил: «Мы друг друга поняли». Обвинение, и вынесенное на прошлой неделе в США 6 российским хакерам из военной разведки, послужило напоминанием о сохраняющейся возможной угрозе. В свою очередь, The Times говорит о том, что события в Беларуси тоже являются некой повесткой для США и для выборов, а именно, министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что ситуация на границе Беларуси с странами-членами НАТО, Польша, Литва, неспокойная, и что НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. Нужно отметить, что Россия арендует в Беларуси два военных объекта, где находится радиолокатор раннего обнаружения и коммуникационный передатчик военно-морских сил. Западные аналитики говорят, что усиление российского военного присутствия в Беларуси может для центральноевропейских государств породить проблемы с безопасностью. Джо Байден также выразил поддержку белорусской оппозиции, в отличие, скажем, от Трампа, который на эту тему не высказывается. И как раз цитата: «Хотя президент Трамп отказывается выступать в их защиту, я продолжаю поддерживать народ Беларуси и его стремление к демократии», сказал он. «Я также осуждаю вопиющие нарушения прав человека со стороны режима Лукашенко. Ни один лидер, который мучает свой народ, никогда не сможет претендовать на легитимность», сказал Джо. Лукашенко же отверг предложение России организовать в стране авиабазу, но аналитики говорят, что из-за растущей изоляции ему будет все труднее сопротивляться давлению Кремля. Газета «Türkiye». На фоне успеха Азербайджана в Нагорном Карабахе за счет усиления азербайджанской армии благодаря оказанной Турции поддержке, такой как военная подготовка, совместные учения и так далее, на повестке дня вновь вышла идея о создании Туранской армии, то есть разговоры о которой ведутся уже достаточно давно. Издание отмечает, что первым шагом на пути к созданию единой армии тюркских государств стал визит министра национальной обороны Турции в Казахстан. Визит этот проходит в настоящее время. Во время переговоров обсуждалось возможное соглашение между Турцией и Казахстаном о сотрудничестве в военной сфере и о военной подготовке. Уже сегодня эксперты, с которыми беседовали журналисты газеты «Türkiye», уверены в том, что будущая туранская армия, внимание, созданная под руководством Турции, достаточно скоро сможет задавать тон во всех региональных и глобальных вопросах. Другое турецкое издание «Hürriyet» говорит о сирийских боевиках, то есть о новости о том, что якобы сирийские боевики есть в Нагорном Карабахе. То есть вопрос о сирийских боевиках в конечном счете вошел в повестку диалога между президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным. Этот вопрос стал одним из пунктов, на который в Кремле обратили особое внимание в ходе телефонного разговора.
состоявшемся между Эрдоганом и Путиным еще в 14 октября. И в заявлении Кремля отмечалось, что при обсуждении Нагорно-Карабахской проблемы Путин, цитата, выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. В свою очередь, Эрдоган на это ответил, что в рядах армянской армии в Карабахе воюют террористы рабочей партии Курдистана и отрядов самообороны. Об этой части разговора Эрдоган рассказал так, цитата, «Я сказал господину президенту, Армения привлекла туда членов рабочей партии Курдистана, которых на данный момент, как мы установили, по разведданным порядка 2000. Они воюют там и им платят по $600. Они там как иностранные боевики». Путин сказал, что ему об этом неизвестно, на что я сказал, цитата Эрдогана, «уведомляю вас сейчас». В итоге из всех заявлений мы узнаем, что на переговорах по Карабаху, которые идут между Путиным и Эрдоганом, российская сторона в ходе переговоров обсуждает ситуацию с сирийскими боевиками, считая их ответственным, а турецкая сторона на взаимной основе ситуацию с террористами РПК, вывезенными на поле боя Армении. И последнее издание на сегодня, это польское издание «Место Польска», говорит о том, что гегемония США и Запада заканчивается, и вот с чем это связано. То есть основным фактором, способствующим переменам, стало появление так называемого антигегемонического союза Китая и России, который строится на идее большого евразийского партнерства, и с 2015 года в его рамках происходит синтез Евразийского союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Делу создания нового справедливого международного порядка служит также Шанхайская организация сотрудничества, о чем пишут авторы «Мысль Польска». Друзья, это был обзор иностранной прессы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, напишите, какие иностранные издания видеть в нашем обзоре. Мы обязательно их просмотрим, почитаем, и уже в следующем нашем эфире я подниму именно те издания, о которых вы писали.